Воздушная проблема в Нерюнгринском районе сдвинулась с мертвой точки. Новый аэропорт для второго по численности населения района – жизненная необходимость. Только на проектно-сметную документацию уже потратили 84 миллиона рублей. Подробнее расскажет Александра Цыбикова. Бум развития авиации Южной Якутии пришелся на 60-е годы прошлого века. Поиск полезных ископаемых, строительство угольного комплекса и города Нерюнгри этому способствовали. Активизация поисковых работ требовала услуг авиации. В 1961 году по инициативе Южно-Якутской и Восточно-Сибирской экспедиции было начато строительство грунтовой взлетно-посадочной полосы в поселке Чульман. Через год строительство было завершено, и с тех пор это единственный аэропорт, который функционирует на территории Нерюнгринского района. Основные пассажиры в то время – геологи и строители. В 1986 году вводят пусковой комплекс аэропорта, переоборудованный из бывшего грузового терминала. Построена искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 километра. Через год первый пассажирский рейс. Маршрут Нерюнгри-Москва, самолет Ту-154. Затем регулярные полеты. Единственное темное пятно – 3 аварийных долгостроя. Аэровокзал, столовая, гостиница. Из-за кризиса в 90-х оказались недостроенных. 5 лет назад их и вовсе признали неподлежащими восстановлению. Теперь только под снос. Аэропорт работает без срывов. Небольшое здание не сказывается на эффективности. Для пассажиров бесплатная парковка, банкомат, справочная, буфет, комната матери и ребенка, служба упаковки багажа. Срок годности проходит у взлетно-посадочной полосы. Ее построили 20 лет назад. Вместо текущего ремонта нужна масштабная реконструкция. Сейчас все-таки есть возможность в рамках целевой программы построить новое здание, которое будет соответствовать действующим требованиям, в том числе и требованиям по обслуживанию граждан из круга лиц с ограниченными возможностями. В сентябре появится заключение экспертов на проектно-сметную документацию по реконструкции аэропорта Нерюнгри. В случае положительного решения в следующем году по федеральной программе выделят первые деньги. Проектные работы оплатила угольная компания «Колмар». По планам должны появиться новый терминал, патрульная дорога, склад, ограждение. Комплекс зданий позволит аэропорту выдерживать нестандартные ситуации. 30 августа из-за густого тумана в Якутске не смогли принять 6 «Боингов». Самолеты отправили в Нерюнгри. 6 часов назад по погоде посадили в Якутске туман, под дождем. Не знаю, сколько задержит, где-то часа. Час, наверное, здесь. Аэропорт Нерюнгри сразу принял 730 человек, хотя пропускная способность 100 человек в час. У нерюнгринцев единое мнение по поводу местного аэропорта. Нужна реконструкция. До самого начала, как его построили, мы все ждем и ждем, и ждем, и ждем. Все равно в перспективе хотелось, чтобы, конечно, это все возродилось. Александра Цыбикова, Аяла Мосов, Нерюнгри.